Встречайте! Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Спасибо, прошу вас. Добрый день. Уважаемые коллеги, Всероссийский муниципальный форум «Малая Родина. Сила России» – одно из значимых событий для нашей страны. На него приехали главы округов, районов. Вот сейчас только рассказывали о том, что здесь и представители общественных организаций находятся, сельских и городских поселений, сотрудники муниципальных организаций, представители советов муниципальных образований. Также приветствую здесь, на форуме, представителей муниципального сообщества из зарубежных стран. Отрадно, что ваше сотрудничество продолжает развиваться, и я от всего сердца желаю всем участникам форума успехов и дальнейших плодотворных контактов. Дорогие друзья, сегодня мы отмечаем День местного самоуправления. Я посмотрел, у нас много всяких праздничных событий, и сегодня в том числе. Кто только сегодня не отмечает свой профессиональный праздник. Но все-таки, что касается местного самоуправления, Дня местного самоуправления, это все-таки имеет особое значение для страны. И не только для тех, кто работает в этой сфере, для тех, кто в этом зале собрался, а для граждан страны, потому что это прямой контакт с людьми, решение самых насущных, сиюминутных подчас, но очень важных вопросов. Особые слова муниципальным командам, работающим на наших исторических территориях, в Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях, в приграничных и других регионах, подвергающихся террористическим атакам. Мужество людей, кто, несмотря на опасность для здоровья, для жизни, самоотверженно трудится на этих территориях, пример для всей страны. И вот здесь есть тоже люди, которые прошли через эти непростые испытания. Спасибо вам. Коллеги, ваш труд в любом субъекте Российской Федерации требует много сил, времени, энергии. Люди идут к вам с самыми разными проблемами и нуждами. От вашего стремления оперативно решать возникающие вопросы, от внимательного, добросовестного отношения к просьбам людей, к их инициативам зависит атмосфера в городе или на селе, настрой и настроение жителей. Важно помнить, что все мы работаем ради укрепления суверенитета и безопасности страны, ее устойчивого, самостоятельного развития. Управленцы всех уровней, по сути, единая команда. И вы, представители муниципальных органов власти, ее основа. Для людей именно вы являетесь лицом всей системы публичной власти. Именно на местах формируется вера людей в завтрашний день, а значит, опора для нашего движения вперед, для развития России. Уважаемые коллеги, форум, а он проходит уже в 3-й раз, стал востребованной площадкой для обсуждения актуальных тем. И, конечно же, одно из приятных событий форума – чествование лучших представителей муниципалитетов, лауреатов и победителей премии «Служение». Сегодня на передовую муниципального служения с боевой передовой приходят ветераны специальной военной операции. Их готовность принимать ответственные решения способна повысить эффективность власти муниципального уровня. Они уже успешно работают на самых разных должностях и очень многое делают для поддержки боевых товарищей и тех, кто на фронте, и тех, кто пришел домой, пришел с ранениями.
для семей участников СВО, для родных тех наших героев, которые отдали свою жизнь за Родину. Опыт ветеранов СВО очень важен для реализации полезных, значимых для общества дел и проектов. Вы хорошо знаете и о федеральной программе «Время героев», и об аналогичных региональных кадровых проектах. Рассчитываю, что благодаря им в местном самоуправлении появится еще больше новых лидеров, настоящих лидеров, которые понимают, чувствуют нужды людей и делают все для того, чтобы эти проблемы были решены. Хочу напомнить, что осенью состоятся выборы депутатов Государственной Думы. Впервые в них примут участие жители наших 4 исторических, воссоединенных с Россией регионов. Мы понимаем, что выборы пройдут в непростых условиях, а наши оппоненты, так их назовем, точнее сказать, противники, прежде всего внешние, будут пытаться использовать любую возможность для раскола и дестабилизации российского общества. Уверен, что все такие попытки будут пресечены, а избиратели отдадут предпочтение конструктивным политическим программам и идеям, патриотам, людям дела. Нынешний 2026 год объявлен годом единства народов России. Все вместе мы должны беречь и укреплять это уникальное наследие. Учитывая высокую роль местных сообществ в этой сфере, у премии появилась новая номинация «Единство народов России. Сила страны». У нас много примеров, когда именно единство людей обеспечивало великие победы и достижения Отечества. И сегодня мы понимаем, что главное – быть вместе, что только благодаря нашей сплоченности мы достигнем цели и специальной военной операции. А благодаря солидарности и личной ответственности каждого на своем месте реализуем стратегические приоритеты страны, приоритеты развития нашего государства на длительную историческую перспективу. Особо затрону еще одну тему, которая, знаю, волнует муниципалитет. Это уже такая рабочая часть, но тем не менее очень важная. Недавно был подписан закон о контрольно-надзорной деятельности в отношении муниципалитетов. Что хотел бы подчеркнуть? Конечно, мы все работаем ради этого. Мы должны думать об интересах людей. И нужно эти интересы, безусловно, обеспечивать. Но, безусловно, нельзя здесь и действовать контрольно-надзорным органам исключительно формально, перегибать, как в народе говорят, палку. Дело не в статистике, конечно, наказания, а в том, чтобы решались проблемы, с которыми люди сталкиваются. Хочу в этой связи обратить внимание и контрольно-надзорных органов, а также обратиться к судейскому сообществу, судебным приставам. Важно учитывать все обстоятельства, в которых мы живем и работаем, включая ситуации, когда для реализации тех или иных полномочий есть объективные препятствия, в том числе ограничения финансового характера. Мы знаем, хорошо понимаем, особенно вы, работающие на земле, прекрасно понимаем, что, к сожалению, частично мы вынуждены использовать те средства, которые не прописаны в нормативной базе, или сталкиваться с ограничениями финансового характера, сталкиваться с различными нестыковками в законодательстве. Ну, жизнь сложна и многообразна. Как говорят юристы, закон принимается, и он уже устарел. Жизнь, она всегда диктует свои законы. Приходится оперативно принимать решения, от которых приходится вам принимать решения, от которых напрямую зависит жизнь людей. И здесь уже, конечно, важно придерживаться нормативных актов, но важнее жизни и здоровья людей вообще ничего нет. И надзорно-контрольные органы, судебные инстанции, конечно, должны исходить из этих реалий. Напомню, что и Конституционный суд России поддержал именно такой подход. И прошу контрольные, правоохранительные, судебные органы опираться на него в правоприменительной и судебной практике. Уважаемые коллеги,
Местное самоуправление – это люди. Их активность, стремление делать все, что от них зависит для улучшения жизни наших граждан. Надо всемирно поддерживать эти инициативы. И сегодня рад объявить старт очередного сезона всероссийского голосования по проектам развития комфортной городской среды. Такой конкурс уже стал настоящим проводником позитивных изменений. Так, в прошлом году в нем участвовали более 1,6 тысяч муниципальных образований. В онлайн-голосовании свыше 16,5 миллионов граждан. А на реализацию лучших проектов из федерального бюджета, ну, вы это хорошо знаете, ежегодно выделяется 25 миллиардов рублей. Такой механизм позволяет жителям напрямую влиять на облик своих городов, поэтому их голос должен быть услышан. Лауреаты премии «Служение» тоже определяются на основе голосования жителей. Число участников такого голосования постоянно растет. В этом году оно достигло более 1,5 миллиона человек. Ваш труд находит отклик у людей. Еще раз сердечная вам за это благодарность. И можем перейти к торжественной части нашего мероприятия. Итак, победитель номинации «Мужество и героизм на благо служения Родине». Директор муниципального казенного образовательного учреждения «Серпейская средняя общеобразовательная школа», депутат Мещовского муниципального округа Калужской области Евгений Николаевич Филонов. Уважаемый Владимир Владимирович, дорогие друзья, для меня большая честь находиться на этой сцене. Не только как депутата Мещовского района Калужской области, но и человека, который с оружием в руках защищал то, о чем мы сегодня говорим, о нашей малой родине. Данный форум – это про людей, это про тыл, за который сражаются наши ребята, это про наше будущее. Огромное спасибо землякам, калужанам, боевым братьям, своим ученикам, я знаю, они сейчас смотрят телевизор, за поддержку в данном конкурсе. Владимир Владимирович, большое спасибо за то, что поддерживаете местные инициативы и проекты и своим примером вдохновляете нас на служение Родине. Огромное вам спасибо. Служу Калужской области и России. Победа будет за нами. Позвольте еще раз сердечно поздравить победителей, лауреатов. Знаете, скоро мы будем отмечать на очередной раз победу советского народа в Великой Отечественной войне. Вот сейчас только наш основной лауреат, стоящий на этой сцене рядом со своими товарищами, сказал про тыл. Вы знаете, о чем я сейчас подумал? Вот во время Великой Отечественной войны весь тыл работал ради фронта, ради наших солдат, ради наших защитников. Но не только делали танки, самолеты, пушки, снаряды. Ведь самые тяжелые месяцы Великой Отечественной войны, в морозные месяцы 1941-1942 года, вот как сейчас, дети, бабушки, женщины носочки вязали, отправляли на фронт посылки и подарки. А в Германии-то почему этого не делали? Их солдаты замерзали под Москвой до смерти, а никаких носочков из Германии не приходило. Вот в этом единстве и заключается успех наших побед. Так будет и сейчас. Поздравляю вас. Благодарю и желаю всего самого доброго. И мы еще с некоторыми коллегами сейчас увидимся. С праздником! Всего хорошего. Владимир Владимирович, успехов вам.